прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Невозможно представить нашу жизнь без искусства. Мы читаем книги, слушаем музыку, смотрим фильмы, ходим в театры. У многих видов искусства есть свои праздники. 27 августа в нашей стране отмечается День российского кино. Праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто любит и поддерживает российское кино. Кино в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер. Их первый киносеанс немого документального короткометражного фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» прошел в декабре 1895 года в Париже на бульваре Капуцинок. Несмотря на незамысловатость сюжета, картина приобрела широкую известность. По словам очевидцев, первый показ прибытия поезда вызвал панику среди публики, которая не была психологически готова воспринять ожившее изображение движущегося на зрителей поезда, показанного в натуральную величину. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на Стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала отечественная лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного. Сегодня современный мир невозможно представить без кино и телевидения. Ну а сегодня я хочу поговорить о нашем якутском кино. Якутское кино – феномен, который трудно с чем-то сравнивать. Ему пророчат большое будущее, и сегодня об успехах якутских киношников не говорит разве что ленивый. Действительно, с начала этого десятилетия наше кино собрало огромное количество наград крупных российских и международных кинофестивалей, породив своего рода феномен. С 2013 по 2020 годы якутский кинематограф завоевал около 80 наград на международных и российских кинофестивалях. Но для начала я бы хотела вернуться к истокам якутского кинематографа. Как развивался кинопрокат в Якутии, когда в Якутии состоялись первые показы и открылся первый кинотеатр. Самый первый показ кино в Якутске был в октябре 1911 года в здании областного музея-библиотеки, ныне Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. В зале просто ставили белое полотнище, лавки и показывали фильмы. Предприниматели, которые занимались перевозкой кино, ехали из Иркутска в Якутск через Алекминск. Естественно, в силу удаленности Якутии от центра России, плохих дорог, отсутствия лент, за неимение отлаженной системы проката, на первых порах показы проводились редко. В 1942 году начал работу кинотеатр «Центральный», который в 50-х годах стал показывать широкоформатные фильмы. При «Центральном» был открыт постоянный кинолекторий. В 1963 году начал работать кинотеатр «Лена», самым большим на тот период экраном. А факт зарождения киностудии в Якутии связан с именем первого профессионального кинорежиссера Алексея Романова, который выступил инициатором и организатором творческого объединения «Север-Фильм». Поэтому началом зарождения киностудии в Якутии можно считать апрель 1990 года с даты выхода распоряжения правительства республики. А первым игровым фильмом, созданным якутским кинорежиссером на национальном материале и участии якутских актеров, стал фильм «Маппа» Алексея Романова. Несмотря на определенные трудности, связанные с отсутствием средств и технической базы, творческая группа объединения «Север-Фильм» приступает к производству первого якутского полнометражного фильма «Серединный мир».
Художественно-этнографический фильм «Срединный мир» рассказывает о ритуалах, традициях и обрядах якутского народа. После фильма «Срединный мир» якутские свадьбы стали проводить, соблюдая национальные традиции. Уникальность фильма заключается еще и в том, что в нем были заняты настоящие кузнецы, сказители, шаманы и аланхасуты. Обряды и ритуалы снимали с участием актеров. Якутское кино разножанровое – комедия, ужасы, исторические и социальные драмы. Но все их объединяет глубокая связь человека и природы. Фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой, вышедший на экраны в 2019 году, стал очень близок и понятен зрителю из любой части планеты. Кинокартина производства «Саха-фильм», обладатель приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза 22-го Шанхайского международного кинофестиваля. Любовь, расскажи, пожалуйста, как началась твоя профессиональная творческая деятельность? Что тебя подтолкнуло к кино? Как ты пришла в якутский кинематограф? Я с детства увлекалась кино. Тогда была популярна видеотека, видеопрокат. Все на кассетах и смотрели все подряд. В основном старый Голливуд. Боевики, да. Но тогда фильмы были неплохие, даже иногда пересматриваешь и удивляешься, какие крутые были фильмы. Даже стандартные боевики, там драматургия, ой-ой-ой. Не то, что сейчас, можно сказать. Тогда еще не клепали, и все еще было авторское кино. Поэтому вот это увлечение осталось. Я смотрела все подряд, делала картотеку, фильмографию, рисовала актеров. Тогда постеры, все это было не достать, поэтому срисовывала с упаковок кассет ВХСных. Давай сейчас поговорим о твоем кино, о нашумевшем фильме «Надо мной солнце не садится». Кто автор идеи? Может, с какими-то трудностями вы столкнулись? И кто эти замечательные герои? Где вы их нашли? Насчет актеров, со Степаном Бендеревичем мы работали на съемках «Царь-птицы». Я там была вторым режиссером. И когда мы поехали в Москву на Московский кинофестиваль, где в том году этот фильм выиграл гран-при, я заметила, что на Степана очень как-то странно реагируют люди. У него такая невероятная харизма, что как только он заходит в помещение, все к нему подбегают, начинают что-то спрашивать, фотографироваться. Это просто удивительно. И то, как он очень просто говорит и при этом держит публику, когда говорит со сцены или на пресс-конференции, все прямо так тепло реагируют на него. Это какая-то бешеная харизма. Здесь, наверное, мы до этого немножко не замечали этого, а там, оказывается, простой якутский старик вызывает такую бурю эмоций, как настоящий человек, да? И поэтому я подумала, что под эту харизму его невероятную надо написать сценарий специально, чтобы он раскрылся как человек. Плюс к этому в том году мы искали истории на худсовете, камерные, потому что наш оператор приехал с моря Лаптевых и предложил, что там можно снять что-нибудь очень красивое. Но поскольку транспортная логистика очень сложная, добраться туда, сначала такси, потом чем только можно, то требовалось, чтобы актеров было меню, хотя бы 2. Поэтому стали искать камерные истории. У нашего руководителя Дмитрия Шадрина была в разработке история про старика, который каждый день пытался умереть, готовился к смерти, но смерть за ним не приходила. Плюс в разработке была повесть Николая Лугинова «Каменный мыс». Вот это мне как задание накидали: почитай это, почитай то, и придумай что-нибудь с 2 актерами на море Лаптевых. И мне пока не получалось все это сложиться в одну историю, а толчком послужила песня
Моисея Кобякова про фотографии, где рассказывается о покойных матери и бабушке. И эта песня послужила историей для мальчика, и история мальчика и старика сложились, и появился фильм, образ будущего фильма. И дальше уже пошло все очень быстро. Скажи, пожалуйста, повлияла ли сегодняшняя ситуация в мире вот в связи с пандемией на ваши планы, на вашу работу? Да, в Сахафильме в этом году съемок не было, поэтому мы решили, что надо усиленно это время потратить на подготовку. Написано несколько сценариев. До конца года мы еще будем вести подготовительный этап. Потому что, этот этап тоже требует очень много времени и усилий. Да. Чем больше и лучше готовишься, тем лучше проходят съемки и легче проходит постпродакшн. Поэтому работа не стоит. В следующем году уже начнутся съемки, надеюсь. Ну и последний вопрос. Что бы ты хотела пожелать молодым ребятам, которые только начинают себя пробовать в кино, молодым режиссерам, актерам? Ребятам, которые мечтают снимать кино, хочу посоветовать, чтобы они не боялись, все время себя пробовали. Главное начать. Обычно первые работы бывают очень слабыми. Некоторые на этом останавливаются, думают, ой, у меня не получается, и все забрасывают. Не нужно этого бояться. Первые работы всегда у всех очень такие смешные и неопытные, потому что опыт приходит, профессионализм приходит с опытом. Поэтому снимайте, снимайте, снимайте. В какой-то момент вы поймете, что уже готовы к съемкам фильма своей мечты. Не нужно сразу браться за это. Надо что-нибудь такое простенькое, веселенькое. Короткие какие-нибудь ролики можете снимать. А потом уже опыт придет, и можно браться за что-нибудь большое. Спасибо, Любовь, за то, что к нам пришли. Еще раз поздравляем всех работников киноотрасли, сценаристов, режиссеров, актеров, кино- и звукооператоров, кинематографистов, всех работников культуры, причастных к киносфере, с Днем российского кино. И хотим пожелать высоких достижений, наград, успехов и признания зрителей. Дерзайте, творите, вдохновляйте и в новый добрый путь.